Сегодня у нас 10-й ифтар. Сегодня у нас ифтар Гиппократ. Традиционно проводим 25-й год. Это ифтар нам организовывают наши врачи с приглашением студентов из 4 медицинских вузов. Вот очень много сегодня заслуженных врачей, светил, докторов, которые в обычное время, обычные дни попасть к ним, попасть очень сложно. Хорошо рассказал Хазрат цель задачи, цель, духовность, понимание. Мы это все проводим для поднятия имана каждого, руха и все-таки для сохранения татарского языка. Что, все, поехали, да? Всем салам алейкум, всем привет, дорогие зрители канала штаба татарской молодежи и штаба татар. Прямо сейчас мы находимся, грубо говоря, в священном месте для татар, где есть чай, где есть красивые, милые дамы. И давайте спросим у них, как же им сегодняшний вечер. Как же вам сегодняшний вечер? Нравится? Микрофон Очень нравится, да? Да, очень нравится. Хорошая атмосфера. А почему нравится? Что вот здесь больше всего вас зацепило? Общаемся с людьми, с единомышленниками. Вкусный чай. Мне посоветовали только что стоматолог, да? Стоматолог посоветовал вылечить насморк у стоматолога. Вот такие врачи у нас в 22 году. Если у вас болит нога, идите к стоматологу. Они сказали, что все врачи знают анатомию. Врачи должны знать. Должны? Должны знать. Вот, такие дела. А спросил других тоже. Дорогие друзья, а как же вам сегодняшний вечер? Что вам больше всего понравилось здесь сегодня? Нам очень понравится этот вечер. Вообще, я, наверное, присоединюсь к другим и скажу тоже, что очень нравится общение, что как раз можно обсудить какие-то общие темы. Вот. И сегодня, получается, собрались, наверное, представители тех, кто работает либо учится в сфере здравоохранения. Что, конечно же, очень приятно, потому что можно поделиться опытом и узнать много чего интересного. А как ваша подруга считает? Можете микрофон подержать? Я считаю, что очень приятная атмосфера сегодня. Вот собрались люди абсолютно разных специальностей. Вот можно поговорить, обменяться опытом. Вот я считаю, что все очень хорошо, очень приятная атмосфера. Спасибо. Вот, давайте. Вот у нас есть, я как понял, это новенькие гости в штабе, да? Я как помню, как знаю, вас здесь ни разу не было. Вы новенькие, да? Здесь? Мы здесь новенькие, старенькие. Мы Новенькие, здесь старенькие. 18 года. То есть это получается я для вас здесь новенький. А ты Получается так. Да. Вопросы задаю я. Пока что, репортер? пока идет интервью. А вы точно репортер? Я репортер, но самое главное, что позволяет мне вас спрашивать вопрос, я татарин. И этого достаточно. Человек простой, да? Я татарин, человек простой, внешне я солидный парень с мусульманской душой. Так, ну в итоге, как вам сегодняшний вечер, что вам понравилось? Почему все-таки стоит ходить молодежи сюда и не только? Ответишь? Вы как старенькие обязаны знать основы, да, наверное? Так, еще раз, значит, много вопросов в одном. Много. Почему тигр на шкафу? Вопрос? Раз. Нет, почему все-таки молодежи и не только стоит посещать такие места, как штаб татар? Молодежи не только. Да, молодежь, ну конечно, тут есть и разного возраста, да? Ну, это напоминает нам о наших корнях, о наших традициях. Вот у нас здесь общность есть. Вот. Мы все связаны между собой. Связаны. С чем? Чем-то похожи. Связаны. Да. Происхождением своим. Происхождение. А для вас что такое штаб татар? Знакомство. Почему же? Знакомство? Да, много опытом делятся. Здесь вот, например, сегодня медики одни. Вы медики, да? Нет, мы не медики. Мы случайно. Лично Я вы, да. архитектор, я работаю в строительной компании. То есть вы дизайнер, да? Нет, я архитектор. Ну, Экстерьер. дизайном все равно Не интерьеры, а экстерьеры. Экстерьеры. Да. Что вы экстерьеры? Экстерьеры? А, это экстерьеры? это внешний экстерьеры. вид закрытых домов, Ага, фасады и так далее. Так, интересненько, хорошо. В принципе, Отлично. хорошо. Ну, сейчас я обсужу пару вопросов касаемо экстерьера с дамами. Насчет проекта И да, и мы с вами вернемся в нашу передачу. Всем салам алейкум, всегда на связи.
Сенмисис, ассалям алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Меня зовут Гульнас Ибрагимова. Я студентка 6-го курса Российского национально-исследовательского медицинского университета имени Николая Ивановича Пирогова. Наступают последние 10 дней священного месяца Рамадан. Наступает последние 10 дней священного месяца Рамадан. В одну из ночей наступит ночь Ляулят аль-Кадр, которая очень важна для мусульман, потому что в эту ночь был ниспослан Коран, и в этой ночи очень много бараката. Баракат – это что-то такое благоприятное, это как приумножение переводится. Меня зовут Садег Гапильгам Хазрат, я работаю имамом, хатыбом, председателем местной религиозной организации мусульман Красногорска. Сегодня здесь я первый раз присутствую на этом мероприятии. Могу сказать, что штаб татар очень интересное место встреч, куда хочется возвращаться, куда хочется приходить, где много интересных встреч происходит. Во-первых, когда рассказываешь, так как я сегодня был приглашенный Хазрат, рассказывал, и людям это очень-очень видно было в их глазах, отражение их радости, то, что им нравится, то, что они получают от этого удовольствие, это большая-большая польза. Поэтому я выражаю большую благодарность организаторам за то, что они дали мне такую возможность и всем, кто сюда приходит, собираться, слушать про ислам, о народе, о своих традициях, культуре. Это очень важно. Благодарю вас.